Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для близнецов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Это карта недели, это отношения, работа, финансы, удача недели, проблема недели и совет. Итак, десятка пиковая говорит о том, что близнецам очень важно на этой неделе движение. Вот хоть какое-то, хоть в обучении, хоть, может быть, в работе. Очень хорошо по этой карте совершать какие-то покупки, сделки, куплю-продажу. Очень хорошо заниматься коммерцией. Очень хорошо выходить на какой-то вот новый уровень своей жизни. В общем, карты такого роста, когда открываются перспективы, когда снимаются какие-то ограничения, вот это становится все очень важным. Кроме того, это касается денег, когда мы начинаем, получаем возможность больше зарабатывать, или деньги к нам легче идут, или открываются какие-то новые пути зарабатывания денег. В общем, все, что связано с деньгами, все, что связано с окончанием каких-то важных проектов или с началом каких-то новых перспективных проектов. Кстати, вот эта карта очень часто связана с иностранными партнерами за границей, либо просто с, допустим, продажами через интернет, покупками через интернет, через каких-то посредников, которые имеют большие связи, да, у которых есть много возможностей. Отношения для тех, кто в поиске партнера, восьмерка червовая выпадает. Карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то страхи, страх познакомиться, страх проявить себя. И вот из-за этого, может быть, вы не получите того человека, который вам предназначен судьбой. Карта говорит о том, что есть возможность познакомиться с человеком, который очень хорошо вас будет понимать, с человеком, который вот просто вам по душе придется. И если проявить, если убрать страхи и как можно больше общаться, да, то вот есть возможность как раз такого знакомства для близнецов. У кого есть пара, король червовый говорит о том, что вас будут волновать все-таки не только вот вы и ваш партнер, но и вся ваша семья. Вы будете решать проблемы дома, проблемы обеспечения самым необходимым пищей, там, может быть, заниматься кто-то будет ремонтом, приусадебным участком и так далее, и так далее. Может быть, даже для кого-то, кстати, будет важный вопрос сделки, купля-продажа дома, квартиры и так далее, участка земли, гаража, вот что-то здесь связанное с недвижимостью может быть. Давайте посмотрим. Да, вполне возможно, здесь будут вопросы вставать именно на каких-то сделок. Тоже очень остро. И, кстати, это будет очень успешно, удачно. Теперь очень удачный, кстати, семейный бизнес. Если вы планировали начинать, вот время хорошее для того, чтобы начинать семейный бизнес. Или просто, если вы уже этим занимаетесь, то хорошее время для прибыли. Так, теперь у нас работа. Для тех, кто в поиске работы, семерка червовая выпадает. Карта говорит о том, что вы наконец-то найдете работу, которая вам не только по душе, но и позволит выполнить свое предназначение, то есть по призванию работы. Замечательная. И причем, даже если сейчас вам как-то кажется, она превышает ваши возможности, да, тут нужно на такую работу соглашаться, там уже по ходу будет рост, возможности новые приходят, вы развиваетесь, получаете дополнительное образование, и, возможно, тут и в статусе можете расти. Хорошая возможность для близнецов. Теперь для тех, у кого уже есть работа или свой бизнес, десятка бубновая. Карта говорит о том, что опять же открываются
какие-то новые перспективы. Кстати, могут приходить какие-то разрешительные документы, которые позволяют вам работать, да, или на новый уровень приходить. Эта карта также может говорить о том, что если вы, допустим, учились, то может прийти вот бумага, подтверждающая ваше образование, или там диплом, допустим, кто-то получает. Мало ли кто-то работает и учится, допустим, одновременно, то есть вот важная такая будет неделя для этого. Кроме того, эта карта еще связана с какими-то очень важной информацией, которая вам помогает вообще в делах. Может быть, у вас открывается какое-то новое направление, да, или, может быть, знаете, вот вы работали как-то по старинке, а сейчас начали использовать инновации какие-то, да, тоже это очень удачно. Ну и вообще эта карта у нас такого опыта, глубокого опыта, профессионализма, таких вот навыков, которые мы не только можем приобретать, но и передавать. Возможно, придется здесь кого-то обучать еще. Ну, в принципе, неделя хорошая. Она обещает такую как бы насыщенную жизнь, да, удовлетворение от того, что приходит. Но эта карта может как бы и обратной стороной разворачиваться. Она может говорить о том, что недостаточно каких-то документов, недостаточно информации для того, чтобы продолжать. То есть может быть и такое. Да, вот все здесь зависит от властей. То есть для кого-то будет разрешено, для кого-то будет запрещено. Вот, давайте посмотрим, что будет в деньгах. Дама пиковая говорит о том, что те, кто на зарплате, да, они как раз могут получить либо частично какую-то оплату, либо премию могут получить, либо просто как-то, может быть, дополнительный заработок будет, который вы сможете потратить на себя, там, на приобретение каких-то, может быть, красивых вещей или одежды, или еще чего-то. То есть вы получаете и сразу можете тратить. Либо это просто вот подарок, которому вы очень рады. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трифовая говорит о том, что может быть очень даже хороший доход на этой неделе, но, возможно, не тем способом, к которому вы привыкли, вы будете зарабатывать, не тем способом придут деньги. Может быть, это как-то вот по-новому придется выстраивать технологии свои, да, способы заработка. Вот что-то здесь придется менять. Либо, может, задержки какие-то даже будут, но не переживайте, здесь деньги обязательно придут, только позднее. Может быть, допустим, сделка заключена на этой неделе, а деньги приходят позднее. Или еще какие-то моменты. Либо, допустим, о сделке договорились, нужно еще решать какие-то вопросы, время нужно на это, а деньги будут только, ну, оплата будет на следующей неделе, окончательное заключение сделки. Ну, вот что-то вот в этом роде может быть. Но если вот что-то зависит от вышестоящих, нужно обращаться просто к людям, которые могут помочь, и здесь вопрос может быть решен гораздо быстрее. Для удачи у нас выпала десятка червовая. Карта говорит о том, что удача в общении доброжелательном, когда мы заботимся о других людях, искренне, причем не просто делаем вид, да, если, допустим, мы работаем и просто автоматически как-то у нас дежурная улыбка там или еще какие-то правильные слова, да, это не работает. То есть нужно именно искренне относиться к людям с заботой, тогда будет успех. Это касается и работы, и денег, и близких отношений. Для проблемы выпала карта девятка трифовая. Опять же, карта говорит о том, что могут быть какие-то манипуляции. Скорее всего, неправильная, ложная информация будет приходить или очень много вы слушаете как бы информации, которая вас сбивает с толку, может быть, даже дезориентирует. То есть одна информация вас направляет в одну сторону, другая в другую, да, то есть меньше слушать, карта говорит, вообще больше делать и меньше слушать какой-то негативной информации, меньше будем попадать под влияние манипуляторов, да. Ну и, конечно же, здесь нужно присматриваться к тому окружению, в котором мы общаемся, работаем. В общем, есть здесь люди, которые не вполне вот как бы хорошо к нам относятся и могут нам на этой неделе как-то навредить, да, то есть как-то испортить нам настроение как минимум. Совет на неделю, дама бубновая. Карта говорит о том, что нужно быть готовым к каким-то неожиданным переменам. Нужно быть готовым
менять свою жизнь вот согласно тому, что происходит. То есть, что бы ни было, вы должны быть, вот как бы сказать, во всеоружии, да. Не нужно цепляться ни в коем случае за старое, потому что оно все равно уйдет. Только больше потеряете энергии и сил, если будете пытаться удержать то, что вот привычно. Все-таки здесь вот карта нового. Даже если у вас уже выстроены какие-то планы, если есть договоренности и все прочее, даже все это может прекратить свое существование, да, даже, может быть, обязательства какие-то просто отпадут, и вам нужно будет уже по-новому перестраивать свою жизнь. Нужно, конечно, стараться сохранять договоренности, выполнять свои обещания, но настолько, насколько это возможно, конечно же. Но в любом случае здесь жизнь меняется, и нужно быть на волне. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Здоровья вам, всего вам доброго, до новых встреч.